Добрый день. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших программ и будем говорить сегодня об одном из самых известных представителей башкирского народа, герое нескольких восстаний башкирского народа Алдаре Исекееве, который жил в начале 18 века. Давайте, наверное, начнем с того, где он родился, представителем какого рода башкирского он был. Предварительно скажу в качестве вступления, что Алдар Тархан Исекеев, наверное, центральная фигура башкирской истории XVIII века. Вся история XVIII века в Башкирии так или иначе была связана с его именем или с последствиями его действий. Это был не только воин, не только предводитель башкирского восстания, это был политический деятель, который определил вектор развития не только Башкортостана, определил вектор развития истории, по крайней мере, на несколько веков. Не только Башкортостана, но и Казахстана. Это не надо забывать, что Казахстан мог пойти вообще совсем по другому пути. Он сыграл огромную роль в том геополитическом раскладе, который сложился в первой трети XVIII века. Во всех исследованиях его фигура, она немножко либо неправильно, либо как-то не совсем полно освещается. Я даже когда сел писать о нем очерк для Тома Бурзян, я столкнулся с тем, что нету о нем цельной картины, где в одном месте можно было почитать. И, я не беру в расчет романы, а именно исторические работы, о нем ничего такого нету. Касаясь его происхождения, родился он где-то в 1660-х годах. Он был башкиром рода Бурзян, Бурзянской волости, потомственный Тархан. Тарханами были его отец Исекей Кадырбеков, его дед Кадырбек Байбахтин, потом прадед его Байсары, все они были тарханами. Жили они где-то за Урале, можно сказать. Если по карте будем смотреть, то это территория, южная часть Бурзянского района, на границе с Баймакским районом. Сейчас, конечно, деревни этой не осталось, где они проживали. Давайте, кто такой Тархан? Что такое Тархан? Тархан – это человек в тогдашней Башкирии, когда еще не было волостных старшин, когда Башкирия фактически была полунезависимая область, автономная, в составе Монгольской империи, потом в Ногайской Орде она была в статусе отдельного наместничества. В таком же виде она вошла в состав русского государства. И у русского государства здесь ведь не было никаких рычагов, через которые они могли бы влиять на башкирское общество. Единственные были тарханы. Он лично связан с монархом, лично несет ему службу. При первой необходимости должен выступать в поход. Это, так скажем, служилый башкир. Тархан получал ли какое-то жалование или какие-то льготы, я не знаю? Да, естественно, он получал за это какое-то жалование, получал и льготы. Он имел преимущество среди других рядовых башкир на лучшее пастбище. Это негласно было, хотя не все это признавали. Это рядовые башкиры, которые совотчинники тарханов, даже ревновали. Не то, что ревновали, они даже относились к ним без всякого пиетета. Если Тархан был недостаточно авторитетным, могли согнать его вообще с этой сводчины. Таких случаев было множество, и ничего с этим ни царь, ни администрация поделать не могли. Как писал Азнабаев, статус Тархана сам по себе не гарантировал никаких преимуществ в башкирском обществе, если не был сопряжен с такими свойствами, как лидерские качества, богатство, щедрость и военная удача. В противном случае их привилегии оспаривались сородичами. Для них он такой же их совотчинник, не более того. Алдар стал известен, как мы в одной из программ говорили, что он был участником Азовского похода. В 1669 году царь Петр предпринял Азовский поход для взятия турецкой крепости. Русская армия многочисленная, насчитывалась где-то более 40 тысяч человек, осадила Азов. Перед одной из схваток турки предложили поединок богатырей. И со своей стороны выставили черкесского воина какого-то. Со стороны башкир, русские подумали, и вышел, или вызвался, мы не знаем. Скорее всего, сам вызвался, вышел, и на этом поединке один на один убил черкеса, получил за это от Петра какую-то награду. И уже много лет спустя, 24 декабря 1734 года, указ уже Анны Ивановны, подтверждающий тарханство Алдара Исекеева, в котором говорилось: по справке с Уфимскую канцелярию, что дед его Кадырбек Бабахтин и отец его Исекей Кадырбакин, и он, Алдар, служил в списках, в грамотах, в тарханах написаны, и за прежние его службы, как он, Алдар, служил и был в Крымском походе, я забыл сказать, Крымский поход 1689 года, за то, что он был в Крымском и Азовском походах, и в Азовском походе ранен 3 ранами, и выезжал на поединок, и убил выезжего против себя черкешенина,
Так уж и поймал с собою языка одного крымчанина и объявил блаженный и вечно достойной памяти его императорского величества Петру Великому, и за ту его послугу вот это все потом говорилось. Но почему вот этот Тархан, вдруг он потом именовался, ведь он и батыром? Какое соотношение между Тарханом и батыром? Ведь батыр это ведь не просто, так скажем, эпитет, это как сейчас вот мы говорим, вот там... Ну, батыр сильный там, мужчина. Да, тогда это не так. Батыр это вполне конкретная социальная категория была, батыров. Дело в том, что, вот как я уже говорил, Тархан это вот человек, который служит царю, то есть это служилый башкир, но батырами назывались наиболее выдающиеся представители за какие-то боевые и другие заслуги получали титул батыра. Татищев что писал? Батыр у татар, ну то есть у тюркских народов тогда, звание чести, значит храбрый или мужественный. Оно дается тому, кто на съезде, то есть во время поединка, неприятеля копьем или саблей убьет. И он, когда ту честь получат, должны в бою впереди идти. Им прочие почтения и послушания отдают. Он же предлагает часто ханам и ханским детям. Персияне зовут Богодур, русское богатырь видится из всего учинено. То есть происхождение слова. Да. В общем, слово богатур очень древнее, там оно восходит еще к тюркскому каганату. Башкирский богатур это упоминается в источниках, служили у Мухаммеда Шейбани хана и так далее. И вот жил себе спокойно Тархан. Как же вот получилось так, что он ввязался в бунт? В конце 17-го, начале 18 веков Петр I приступает к своим грандиозным реформам. Начинается война со Швецией. На войну нужны были деньги, денег в казне не было, как всегда. Во все части страны посылаются так называемые прибыльщики, которые должны прибыть на место и начинать изыскивать налоги. Да? Вот в Башкирию приезжают прибыльщики, там Жихарев и Дохов придумывают 72 новых налога, совершенно какие-то безумные налоги. Налог на цвет глаз, за один цвет столько-то, за другой цвет другая цена. Что самое возмутительное для религиозного чувства, например, при выдаче замуж дочерей башкиры должны были производить никах не только в присутствии муллы, но и звать православного попа с тем, чтобы, значит, во-первых, попу заплатить, и по мысли этих политтехнологов тогдашних, что вот через это башкиры перейдут в христианство. Ну вот и много вот таких обидных вещей. Когда приехали два прибыльщика и все это зачитали на песке, вот на Уфимском пляже, это место зачитки указов, они были избиты. Указ был выброшен, выгнали их из Уфы. И вот из Казани прибывает 6 полков, 2 драгунских, 4 пехотных, во главе уже с другим казанским представителем этой же ижорской канцелярии, которая занималась вытрясанием из людей налогов, во главе которой находился самый главный взяточник России Александр Меньшиков, который однажды умудрился половину бюджета страны украсть, за что был едва не казнен Петром Первым, но все-таки он его оставил в живых. И, соответственно, какой, в общем-то, поп такой и приход, как говорится, во главе, если этого учреждения стоит такая личность, как Меньшиков, ничего хорошего, в общем-то, ожидать не было. Фактически, все это восстание началось вот из-за злоупотреблений вот этих чиновников, вот этой Ижорской, там, или Ингерманландской, или Семеновской, по-разному называлась, канцелярия. 6 полков регулярной армии на самом крайнем юго-восточном форпосте России находится, придало ему ощущение такой беспредельной храбрости, ощущение беспредельного всевластия. Тут он начал такие вещи вытворять. Это мы говорим вот начало 18 века, 1700... Это 5-й год, Пятый год, ага. Вот. При въезде в Уфу пушек наставили, да с обеих сторон копья и сабли держали. И всех мирских людей, местных башкир согнали, промеж этих храбростей провели, чтобы в городе будущий башкирский народ страшились бы в Уфе башкиры, чтобы, значит, были напуганы. Но этого Сергееву показалось мало, и чтобы окончательно поразить инородцев значимостью своей фигуры, он вдруг назвался царевичем, что, между прочим, было самозванством и должно было караться смертью. И вот он заявил: покуда где он в Уфе, будет вам то и Москва. Потом он устроил такую эпическую вот эту попойку в Уфе, угощение, где он собрал всех представителей башкирской знати, мол, там духовенства, и там насильно их поили, значит, вином, упоили несколько человек до смерти, кто не хотел пить, били, там убили несколько человек, потом, которые без памятства лежали, начали соломой поджигать этих без сознания лежащих людей, в руки порох насыпать, поджигать, принес увеличительное стекло, начал выжигать, ставя против солнца лица, то есть, ну, какой-то он садист был. Можно, конечно, на него списать, что вот, мало ли какие садисты, как бы государство не виновато, но дело в том, что потом никакого он этого наказания за это не понес, и ни прибыльщики, ни он, никто. Были людьми Меньшикова, и Меньшиков и всех спас от уголовного преследования, да, которые хотели было учинить. В общем-то, ничего не меняется, как всегда. Связи решает все, и сейчас также у нас. Среди избитых, вот кто пострадал, были там 2 человека: Иман Батыр и Дюмей Ишкиев. Ну, естественно, вот после вот этих пыток, которые они испытали в Уфе, они вернулись домой и начали восстание. Алдар Асикеев долго не присоединялся, он все-таки он же был Тархан, человек царя,
Вот это в 5 году началось, и он до 7 года, до 1707 года вообще просто сидел в стороне, наблюдал, да? Что его подвигло? Подвигло то, что, во-первых, он видел, что это вообще просто уже ни в какие ворота. Потом, как мы знаем, приехал фельдмаршал Шереметьев разгребать вот эти завалы. Дело в том, что началось восстание в Астрахани, и одновременно началось брожение в Башкирии. Пока вот брожение, оно выразилось в набеге, спорадические набеги вот этого Дюме Ишкеева, Имана Батыра и так далее. И вот с фронта был отправлен Шереметьев, лучший, так сказать, на тот момент полководец Петра I. Со шведского фронта был снят, специально отправлен в Казань разбирать эту всю ситуацию. Настолько это было серьезно. Приехал сюда, и вот он пишет, что здешний народ, то есть в Казани, опасается больше башкирцев, нежели Астрахани. Потом канцлеру Головину предлагал, с башкирами не надо, что вот так круто обходиться. Вторично подтверждая, доношу вам, писал канцлеру Головину, что больше надобит от башкирцев опасения иметь, нежели от астраханцев. Унимать их будет с трудом, не надобит слишком злобить, полно нам покуда шведов. Башкиры, узнав, что Шереметьев приехал, сразу же отправили к нему своих представителей, тех вот ветеранов, которые... дело в том, что в 1701 по 1705 год тысячный башкирский отряд сражался вот в Прибалтике, вот как раз в корпусе этого Шереметьева. Приехали вот эти ветераны, вот изложили, и Шереметьев, да, согласился. Очень плохо себя ведут вот эти чиновники ингерманландской вот этой канцелярии, и особенно казанские власти, поскольку они тоже были наделены Меньшиковым. Печально известный Никита Кудрявцев, казанский воевода, имел очень большие связи в Москве, был лично знаком с Стрешневым. Стрешнев возглавлял приказ, который в отсутствии царя фактически, в общем-то, занимался внутренней политикой в стране. Он был знаком лично с Петром, Никита Кудрявцев. В какой-то степени примыкал, не входил, но примыкал вот этому к ближнему кружку Петра I. И вот этот Никита Кудрявцев вместе с прибыльщиками как раз вытворяли все вот эти ужасы, которые там происходили в Башкирии. У него идея какая была, вот началось вот это все движение, все Поволжье фактически было отдано под полный контроль вот этого, значит, Никиты Кудрявцева. И потом, когда уже планировалась вот эта губернская реформа, и по этой губернской реформе Башкирия тоже должна была войти в состав вновь учреждаемой Казанской губернии, то есть потеряв свой вот этот статус. Автономный. Да. И вот приезжает Шереметьев, и что делают? Они просто устраивают обструкцию этому Шереметьеву. Вот этот Кудрявцев и окружение. Шереметьев прям ничего не может делать. Шереметьев пишет канцлеру Головину: «Я в Казани живу, как в крымском плену. Ныне, пожалуй, подай помощи, чтобы меня взять к Москве, то есть заберите меня». Все его действия блокируются, ничего ему делать не дают. Вот такая ситуация. Он тогда башкирам говорит, представителям: ну вот видите, меня тут абсолютно лишили всего. Все распоряжения, которые он издает, тут же отменяются. Тогда вы сами, говорит, пробирайтесь в Москву своим ходом, пробивайтесь. Может быть, дал какое-то сопроводительное письмо, какое-то рекомендательное кому-нибудь в правительстве. И те поехали в Москву. Доехали они, дали прошение в Москве. Но ведь ничего не воспоследовало. Петр I вот эту их челобитную переслал самому же этому Кудрявцеву. И говорит: вот на вас вот жалуются, ну давайте-ка разберитесь. То есть фактически передал их в руки их же палачей. Опять же, что происходит и сейчас зачастую. Вот. Обращения возвращаются. Вот просто я когда все это дело вот изучаю, я просто поражаюсь, что ничего не меняется. Понимаете? И Кудрявцев в итоге? Ну что, они приехали, послы, в Казань, ну и были казнены. После этого, в общем-то, всем стало ясно, что и апелляция к царю, она тоже, в общем-то, не имеет никакого значения. Ни центральное правительство, ни сам царь не будут и не хотят решать. Вот и с этого момента Алдар пока тайно начинает подготовку к восстанию. Почему мы это видим? Потому что вот уже в разгар восстания был взят в плен один татарин, Булак Акбулатов, который после пытки показал, что башкирцы Уфимского уезда, Батыри, Алдарко, Кусюмко, Уразайка и всех дорог башкирцы начали мыслить к воровству тому 4-й год, чтобы им всем под рукой и под волю великого государя не быть. И для того посылали к султану турецкому и к хану крымскому посланцев, все башкирцы и мещеряки, чтобы им дал, кому ими владеть. Вот, то есть примерно в 1705 году, вот они, видя вот такое отношение, было решено обращаться к Османской империи и крымскому хану. И вот, значит, Алдар отправляет этих послов. Хотя сам формально еще не участвует во всех этих действиях. Сидит, значит, и наблюдает, так скажем. Отправил послов в Стамбул. Один из источников утверждал, что Алдар за время восстания привел 3 ханов в Башкирию. Цель миссии какова была в Стамбул и в Крымское ханство? Во-первых, по возможности, чтобы крымский хан и турецкий султан дали военной помощи, но хотя это было нереально, вы понимаете, да, где Крым, понятно, где Османская Турция и где Южный Урал, да, вот это было невозможно. Или хотя бы, значит, в крайнем случае дали принца Чингизида какого-нибудь, крымского там или какого, который бы пришел и которого башкиры могли бы провозгласить своим ханом. Вот такая была цель.
Просто, ладно уж тогда, раз уж начали, заранее скажу, что, в общем-то, эта миссия, в общем-то, по большому счету, она не увенчалась успехом. Как раз султан Ахмед III, он такой был осторожный султан, как раз он заключил мир с Петром I, и он сказал, что вот у меня с московским царем мир, и я не могу послать войска, и вот его решение показывает степень его, так скажем, политической зрелости. Я, говорит, не могу. Но вот если крымский хан сможет как-то так незаметно дать вам сил, незаметно, чтобы не задевая русских городов и русских войск, сами собой пройдут в Башкирию, то тогда я добро даю. Ну, это же смешная утопия. Что значит пройти мимо российских городов и никого не тронуть? Соответственно, хан, когда получил вот это распоряжение султана, когда уже башкирские посланцы из Стамбула обратно прибыли в Бахчисарай, хан только развел руками и ничего не смог сделать. Дал им денег, подарил халатами и отправил в Освоясь. Миссия кончилась ничем. Но лицо сохранили турки. Что-то формально же он должен был сделать. Вот. Тем не менее, какой-то хан в 1707 году появляется в Башкирии. Что это за хан был, значит, мы потом расскажем. И об этом узнают власти, уфимские власти, и посылают на юг войско во главе с Иваном Ураковым, уфимским дворянином, большой отряд. Узнали, что хан находится в отчине Алдара, Бурзянской волости, посылает туда войско, прибывает это войско в отчину Алдара. Алдар говорит, что нет у него никаких ханов и так далее. Хотя хан он не у Алдара скрывался, а где-то, значит, неподалеку, другого там башкира Бурзянской волости. Но, тем не менее, ничего не найдя, они разоряют все это поместье Алдара, убивают двоих башкир, которые находились у Алдара из соседних властей, двух его гостей, берут в заложники его брата. Вот это была последняя капля, переполнила чашу его терпения. В общем-то, он принимает решение начать боевые действия. И когда Иван Ураков отступал уже к Уфе, Алдар нагоняет его вместе с ханом и вступает с ним в сражение. Ну, там сражение ничем не закончилось, потому что Ураков сумел пробиться к Уфе, ушел. Но, тем не менее, это вот стало Рубиконом, после которого можно было сказать, что Алдар включился в это восстание. Царский Тархан, царский служилый человек. Факт измены, в кавычках, он произошел. Отступать было некуда, только вперед. Мы на этом эпизоде закончим разбирать историю Алдара Исикеева и продолжим в нашей следующей программе уже непосредственно об его участии в этом восстании 1704-1711 годов. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». У нас в гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежеры». У микрофона работал Руслан Валиев. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо вам. И до свидания. До свидания.